Замість траурних заходів – урочисті. Так Кримськотатарський театр, який знаходиться в окупованому Сімферополі, анонсував свої заходи напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял опублікував текст, який розмістили на сторінці театру в Фейсбуці. Там слово «торжество» використали декілька разів. Заступник голови Меджлісу зауважив про недоречність використання таких слів та зробив висновок, що саме таке визначення вживали окупаційні чиновники, обговорюючи пам'ятні заходи. Після розголосу громадськості в дописі на сторінці театру змінили лише вираз «торжественне мероприятие». Далі текст не змінювали. Не единожды приходилось слышать от некоторых чиновников поздравления с 18 мая. Для этих мразей трагедия нашего народа – праздник, поэтому иногда их гнилое нутро вылезает наружу. Когда в 2017-м разгромили театр с помощью Заатова и прочих госприспособленцев, я предупреждал некоторых оптимистов творческого обновления театра, что дело не в обновлении, которое само по себе нормальное явление, если происходит внутри коллектива и не инициирует сверху власть. На деле власть таким образом уничтожила творческую независимость театра, причем с помощью Заатова и ко. К тому же произошел раскол и ушли многие профессионалы. Теперь получайте праздник на костях предков и во время чумы. Что ж, для всей этой нечисти 18 мая – торжественные мероприятия. Директор, как и все директора сейчас, не важен ни ум, ни образованность, ни талант. Не нужны никакие качества, кроме одного – умения угождать. В защиту актеров хочется сказать, что они в большинстве не разделяют ни взглядов, ни мнений. Там работают прекрасные актеры, которые являются заложниками обстоятельств, как и все мы тут. Концерт? Плясать на костях предков будут? Может, под балалайку уже? Маразм крепчает.